Всем привет на канале Старого Деда. Запишу два ролика относительно событий в России и, конечно же, относительно событий в Ингушетии. Сразу хочу оставить комментарий относительно Ингушетии. Нет информации, что происходит с этой республикой, что происходит в республике. Но судя по тому, что есть несколько роликов о том, что Погоров вынужден скрываться, это говорит о том, что уже дела обстоят не так плохо, не так хорошо. Очень обидно. Дело в том, что Ингушетия маленькая республика, а ингуши достаточно добрый, отзывчивый народ. Дело в том, что на Кавказе ингуши отличались тем, что их можно было обманывать 10 раз. Вот если сосед или кто-то сделал какую-то неприятность ингушу, а потом приходил, просил прощения, и как бы от чистого сердца, его всегда прощали. Он мог через 3 дня опять совершить то же самое, или еще там что-то, и опять прийти прощения, попросить прощения, и его прощали. Ингуши отличались всегда своей добросердечностью и отзывчивостью. Они с виду грозные, но на самом деле в душе весьма и весьма отзывчивые люди. И их, на Кавказе есть такое понятие ях. И их ях отличался тем, что они никогда не обижали слабого. Никогда. Они могли вступить в любую там драку, переделку, но если они видели, что человек слабее, они никогда не применяли насилие по отношению к этому человеку. Это их и подводило. Слишком много интеллигентности, когда тебе бьют в спину, а потом разводят руками, тут срабатывает чувство такое вот благородства. Обидно, что так получилось. Я не хочу сказать, что ингуши лучше чеченцев, лучше дагестанцев. Но с чеченцами они были в очень близких родственных отношениях. Женились между собой, выходили замуж, смешивались, не боялись вот этого, так сказать, родства. И вдруг такое происшествие. Дагестанцы были дальше, но и дагестанцев коснулась проблема. Я вообще не хочу проводить никаких разграничений границ. Дело в том, что и ингуши, и чеченцы один народ. И судя по тому, как они высказываются сами, то есть Аллах создал землю без границ. Но тогда почему границы, которые проводят людям, разделяют людей и приводят их в чувство страдания? Почему заставляют страдать? Вот основной вопрос. Очень тяжело. И хочется пожелать ингушам от чистого сердца, чтобы они обрели свой покой среди людей, чтобы опять они обрели свою мирную, традиционную жизнь, чтобы опять их дети веселились, и чтобы опять их, так сказать, старики, чтобы могли сидеть, греться на солнышке кавказском и рассуждать и поучать молодежь. Чтобы вернулись времена, когда молодые уважали старых, сосед соседа. Трудный вопрос. Пожелаем ингушам всего наилучшего, терпения, но если они примут решение применять силу, их никто за это не осудит. Терпение, звоните соседям, не забывайте о родственниках. Берегите эти отношения между людьми. Дело в том, что поссориться легче, чем помириться. Вот в чем проблема. Всем всех благ. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Рассуждения Старого Деда.